Жители Юго-Востока Украины продолжают прибывать в республику. Коми не входит в федеральный список принимающих беженцев регионов, а потому здесь граждане братского государства пока сталкиваются с некоторыми трудностями. Общественники уже заявили о своем участии в разработке механизма помощи попавшим в беду украинцам. Подключаются и муниципалитеты. В Сыктывкаре уже 5 беженцев обратилось за помощью в администрацию города. Двум людям оказана материальная помощь, по линии общественных организаций удалось помочь и с вещами, с продуктами питания, и с финансовыми ресурсами для оформления документов для прохождения медицинского осмотра. И 3 гражданам семьям была оказана консультативная помощь, потому что люди в первую очередь интересуются, где они могут получить статус, как они могут устроиться на работу, есть какие-то возможности по вопросам предоставления жилья, переезда в пределах республики. Кстати говоря, в Усинске уже работает группа помощи беженцам. В минувшее воскресенье общественники, городские власти и руководители разных инстанций снова встретились с украинцами, прибывшими в нефтяную столицу Коми. Многие насущные проблемы уже удалось решить. Однако, как и везде, вопрос легализации жителей Юго-Востока Украины в России стоит остро. Ольга Коняева следит за ситуацией. Молодожены Олеся и Ярослав Копенко еще недавно жили в Донецкой области Украины. Там был свой небольшой бизнес и дом с участком. Подрастают лапочки-дочки, ради которых родители и бросили все. В одночасье покинули неспокойный Юго-Восток Украины. Там уже невозможно жить. Во-первых, воды нету, газ перекрыли. И у нас и огород там был. Там. Без воды там как-то жить вообще. И позасыхало все. Просто и месяц-два не выходили со двора, потому что там стреляли, просто страшно. Сначала поехали в Крым, но там беженцам мягко намекнули, что мест уже нет. Единственный город, куда еще решились податься супруги – Усинск. Глава семейства Ярослав провел здесь детство. Пристроиться где-то, жить какую-то там над головой, там крышу хоть там что угодно и работу какую-нибудь. Родственников у Читы Копенко в Усинске нет. Прямо с ЖД вокзала случайные люди приютили на первое время. Поддержать братский народ в нефтяной столице Коми готовы не только простые жители. Общественники совместно с администрацией города создали инициативную группу помощи беженцам, которых в Усинске уже более 30. Откликнулись ряд градообразующих предприятий города, которые готовы в дальнейшем размещать у себя в общежитиях, на своих производственных площадках, приспособленных под жилые помещения, готовы принимать этих граждан. Крупные предприятия присматривают и свободные вакансии для переселенцев с Донбасса. Администрация города совместно с предпринимателями даже бесплатно кормят пострадавших украинцев. Каждая семья будет закреплена за каждым магазином. Вот мы договорились так именно, что будет происходить. То есть вам необходимо будет, вы подходите, получаете в магазине там, товары народного потребления, продукты питания. Украинка Анна Зуева с Донбасса в Усинск приехала еще в мае. Здесь живет ее тетя. Сама пока не нашла работу, зато детей пристроить помогли сразу. У меня старшая дочь 9 лет. В школу взяли без всяких проблем. Все у нас. Вот по поводу медкомиссии сейчас решается, ждем медкомиссию. По поводу садика нам уже садик дали, все хорошо. По-прежнему остается нерешенным вопрос с бесплатной медицинской помощью, оформлением какого-либо миграционного статуса или приобретением трудовых патентов. Эти вопросы муниципалитет самостоятельно решить не может. Ольга Коняева, Наталья Топорова, Денис Хузин, Алексей Серов, телеканал Юрган, Усинск.